Первый раз я получил читательский билет в библиотеке имени Ленина в 1969 году. Я тогда был учащимся Ижевского индустриального техникума, назревал диплом, надо было выполнять дипломную работу, и вот с этой целью я и записался в библиотеку. Естественно, больше обращался в отдел технической книги тогда, и вот вылетел молодым специалистом в феврале 1970 года. Тогда, в то время, никакой практически техники-то не было, и впервые, вот попав в такое хранилище, долго приноравливался к каталогам, к поиску. Естественно, что знания мои, вот, изучение всего массива были невелики, но лиха беда начала. Постепенно втянулся, посмотрел и сделал то, что от меня требовалось. Поступил в университет Пермский заочно, и, естественно, надо было искать книги, а кроме как Ленинки, куда пойдешь, где тот объем материала серьезный, который можно изучать было. И вот работал больше именно там, в читальных залах, и курсовые, и дипломные. После завершения университета мне пришлось работать в самых разных местах, и в профсоюзных органах, и в партийных органах, и затем опять небольшой перерыв, я выехал в аспирантуру в Москву, в Академию общественных наук. Диссертацию в конце 80-х годов начал опять писать здесь, готовиться, работать, совместно с библиотекой Дома политпросвещения, набирать материал. Потом, вот в этот момент, в этот период стал больше работать уже с отделом национальной литературы, с отделом редких книг. Там больше материала было, у меня такой историко-философский анализ был. И вот в сочетании с московскими библиотеками у меня получилась диссертация. Я не испытывал недостатка в литературе, в материалах. Очень хорошо помогал межбиблиотечный абонемент. Грех было жаловаться. Работа в библиотеке, она, сами понимаете, носит довольно своеобразный характер. К ней надо привыкнуть, ее надо полюбить. Мне очень нравилось работать в библиотеке. Я по-прежнему больше доверяю печатному слову, нежели электронному. Тут уже, наверное, сказывается определенный консерватизм, но это, в общем-то, требование науки. Ссылаться на что-то такое твердое, весомое, хотя и бумажное. Интернет является вспомогательным инструментом. Библиотека будет меняться, и связи будут налаживаться, и всемирная паутина помогает не только, ведь, допустим, отечественные смотреть материалы. Это и, я вот Нью-Йорк Таймс смотрел, например. Они же, эти американцы, они всю ее сняли. А мне надо это было всего ничего. В 2 секунды, пожалуйста, все нашел. И сначала сам удивился, а потом думаю, что я удивляюсь, люди же 20 лет этим пользуются. Пожеланий, конечно, много Национальной библиотеке. Мне бы, конечно, хотелось очень, чтобы она стала вновь центром интеллектуальной жизни. Насколько готовы будут нынешние студенты, аспиранты, просто читатели интересоваться книгой, печатным изданием. Насколько они будут готовы воспринимать информацию из разных источников. И вот библиотека-то как раз должна, на мой взгляд, служить тем инструментом культуры, не услугой, а именно одним из стержней культуры, которая позволит в значительной степени объединить поступающую информацию, уметь отложить ее, заинтересовать и показать читателю, пользователю, зрителю возможность
комплексно оценить какое-то событие, я бы хотел, чтобы не только библиотеке пожелать, а пожелать всему руководству города Ижевска, Удмуртской республики, Российской Федерации видеть не услугу, а культуру. Видеть пользу с большой буквы от этих учреждений культуры, учреждений знания.